Европе шла бурная эпоха великого переселения народов, во время которой рушился и исчезал прежний античный мир с его государственным устройством, развитой наукой и культурой. На обломках гибнущей римской цивилизации возникали и исчезали новые государства и мощные племенные союзы. Название воинственного степного народа болгар упоминается в трудах европейских, византийских, армянских хронистов того времени, наряду с грозными готами и гунами, аланами и антами, персами и аварами. Племена болгар то стремительно нападали на земли обширной Ромейской империи, то охотно вступали с ее правителями в политические союзы. В V веке нашей эры древние болгары входили в состав огромной державы гуннов, а во второй половине VI века подчинялись власти беспощадных аварских каганов. Затем болгары признали власть могущественных тюрков, которые подчинили себе множество народов, населявших огромные пространства от границ Китая в Азии до реки Дунай в Восточной Европе. В первой половине VII века болгарам удалось воспользоваться политической смутой в тюркском каганате. Этот исторический отрезок времени связан с именем легендарного правителя древних болгар Кубрата, надежного союзника ромеев и политического противника грозных авар, заключивших направленный против Византии союз с персами. После смерти правителя древних болгар Кубрата созданное им государственно-племенное объединение распалось. Многие кочевые и оседлые этносы Причерноморья, Приазовья, Северного Кавказа и прикаспийских территорий вынуждены были покориться власти хазарского каганата или рассеяться по просторам Восточной Европы. Одна болгарская орда, возглавляемая сыном Кубрата Аспарухом, ушла на Дунай и основала на отвоеванных у Византии землях сильное тюрко-славянское государство – Дунайскую Болгарию. Еще одна часть болгар-кочевников ушла из южных степей далеко на север, вверх по течению реки Итиль, современной Волги, и, видимо, тоже покорилась всесильным хазарам. Со второй половины того же VII века на Самарской Луке появляются племена степных кочевников, оставивших многочисленные группы курганов и грунтовых погребений новинковского типа. Свое название они получили благодаря большой группе могильников в районе сел Новинки и Рождественно на Самарской Луке. Сейчас мы с вами находимся на одном из интереснейших мест на Самарской Луке, на курганном могильнике, на целом поле, где находятся курганы, около села Новинки, между селами Новинки и селом Рождественно. Здесь мы с вами видим несколько курганных насыпей. Сама насыпь, на которой сейчас я стою, и дальше мы с вами посмотрим и насыпи более крупного, больших размеров.
Всего здесь около десятка таких насыпей. В Самарской области известно на сегодняшний день больше 2 десятков подобных курганных полей, подобных курганных могильников. Кем были люди, оставившие памятники новинковского типа? Одни исследователи связывают их с очередной волной мигрантов из Южной Сибири и Средней Азии. Другие – с кочевыми болгарами раннего Средневековья и родственными им племенами, пришедшими сюда из Причерноморья, Приазовья и с предгорий Северного Кавказа. Вполне возможно, что здесь могли быть погребены и представители этнически смешанных групп населения могущественного хазарского каганата, который раздвинул свои северные границы до пределов Средней Волги. Разные взгляды современных ученых на этническую принадлежность новинковского населения зачастую дополняют, а не исключают друг друга, подтверждая сложность исторических процессов раннего Средневековья. В насыпи каждого подобного кургана мы с вами встретим камни. Камни могут быть разных размеров, какие-то крупнее, какие-то поменьше. Ну, в данном случае мы с вами видим, что этот камень очень большой. Видите? Но бывает и гораздо крупнее. Это я могу хотя бы оторвать от земли. А некоторые камни нам в процессе исследования приходится перетаскивать четвером, пятером и использовать какие-то подручные средства. Подобные камни, наличие подобных камней – это деталь погребального обряда, которая отличает новинковские курганы от прочих курганных могильников, известных на территории Поволжья. Искать истоки этого обряда на сегодняшний день очень тяжело. Можно сказать, что традиция использования камней в курганных насыпях, она характерна для тюркоязычных народов, которые проживали на территории Сибири. Курганно-грунтовые погребения новинковского типа обычно располагались на высоких надпойменных террасах, откуда открывался хороший обзор на окружающую их местность. Курганы более ранних этапов, как правило, были полностью выложены камнями. Истоки традиции сооружения подобных курганных погребений с каменной выкладкой, вероятнее всего, стоит искать в далеких пределах прародины тюркских народов, в горных долинах Алтая, возле овеянного древними легендами Телецкого озера и реки Чулышман с ее притоками, а также в других изученных археологами районах Южной Сибири и Средней Азии, где были обнаружены следы присутствия тюркских кочевых племен. Последнюю роль в выборе места обитания, постоянного, по крайней мере, играли определенные, наверное, особенности восприятия окружающего мира и ландшафта в первую очередь. По воззрениям тюрок, души умерших должны всегда находиться в горах или в холмистых местах, поэтому, как правило, непременным атрибутом расположения кочевья было некая еще и холмистая, гористая местность. В нашем регионе такую роль могли играть высокий берег, Волжский или Камский, где напоминали горы. То есть это было определенным таким мировоззренческим постулатом. Такое прослеживается и на
археологических памятников, связанных с предшественниками булгар на востоке, на Алтае в частности. Выяснилось, что материальная культура населения, погребенных под Новинковскими курганами или под курганами новинковского типа, более-менее однородная, то, что касается вопросов об этнокультурном, этническом составе населения, то здесь, конечно, вопросов гораздо больше. До сих пор мы однозначно не можем сказать, кем же были люди, которые похоронены под этими курганными насыпями. Пожалуй, наиболее общепринятой среди археологов и историков стала точка зрения о праболгарской принадлежности новинковского населения. Но здесь есть целый ряд, опять же, сложностей, которые не позволяют все так однозначно трактовать. Под каждой курганной насыпью похоронены люди, которые могли храниться по разным канонам погребального обряда. Может быть и различная ориентировка захоронений, может отличаться набор погребального инвентаря. Но и самое важное, что даже антропологически эти люди тоже отличаются друг от друга, даже на одном курганном могильнике. Представление об антропологическом типе населения, оставившего памятники новинковского типа, мы можем с вами сделать вот на основании этих двух реконструкций, выполненных по черепам из могильников. И эти реконструкции выполнены по методу российского антрополога Михаила Герасимова. И, как мы видим, здесь совершенно разные, особенно на первый взгляд, антропологические типы. Вот женщина олицетворяет собой монголоидный тип. Мы видим здесь такие узкие глазницы и скулы широкие. А вот мужчина, он такой вот из серии носатых мужчин, аналогии которых мы можем даже найти в современных там, северокавказских народов. Поэтому иногда можно сказать даже, что вот те племена, которые населяли Самарскую Луку на рубеже 7 и 8 века, они могли иметь родство с теми североосетинскими племенами, которыми мы знаем среди алан. И эти аланы оставили катакомбные могильники, а вот сюда, уже дойдя до нашего Среднего Поволжья, эти народы оставили курганы с насыпями, с камнями в насыпи. Вот. Но что касается вот антропологических типов, естественно, всего этого населения, то он отличается как раз смешанностью. Если смотрите по материальной культуре, как мы видим уже по антропологическому типу, здесь, наверное, можно выделить то население, которое связывается и с ранними болгарами, это типа Зливкинского могильника, известного в Подонье, и это были аланы, наверное, представители уже более восточного населения, и были здесь, возможно, какие-то тюркоязычные, если не сказать там тюркские группы, пришедшие из Сибири. Археологи смогли проследить определенную эволюцию устройства курганных могильников. В более поздних курганах новинковского типа каменные выкладки располагались уже непосредственно над погребениями и между ними. Панцири курганов еще более позднего времени часто имели вид закладок над отдельными могилами или разреженных набросок. Многие курганные погребения последующих исторических этапов и вовсе не были перекрыты камнями. Видимо, сыграли свою роль и отдаленность исторической родины тюркских кочевников, и смерть хранителей древних традиций. Сказывалось и неизбежное влияние представителей других культур, которые могли быть союзниками или данниками кочевого населения Самарской Луки в VII-VIII веках.
Вместе с изменением тех или иных погребальных обрядов наверняка происходило дальнейшее изменение этнического состава и без того неоднородного новинковского населения, обусловленное торговыми отношениями и частыми контактами с соседними племенами Приволжского региона. В курганах новинковского типа, кроме таких кувшинов, обнаружена совершенно уникальная амфора, скорее всего, причерноморского производства, и она олицетворяет собой далекие связи новинковского населения, как иногда говорят археологи, с населением Северного Причерноморья или даже Крыма. И важно, что амфора еще является и надежным датирующим предметом, поскольку производство амфор было налажено в мастерских, и оно как раз относится к определенным эпохам, и достаточно, может быть, это узким таким периодом. Скорее всего, в амфорах, которые помещались в погребение очень непростых людей, это важный такой предмет, являющийся